Итак, друзья, выставил две кормушки, пробовал на мормышку, бесполезно, ни одной поклевки. Потом поставил продольник с фидером, ну, от фидерной кормушки поставил туда кубик макухи. И вот иду, дошел до той удочки, где утром попался сиг. Думаю поставить сюда прикормку. Тут у меня комбикорм и творог. Тут просто комбикорм. Подошел сюда, шевельнул и тык-тык-тык. Показала поклевку. Такую небольшую. Это была поклевочка. Там рыбы нет. Или есть? О, есть. Это ёршик, наверное. Да, так и есть. Это ёрш. Или здесь ясь был, я уже не помню. Но ёрша надо снять. И поставить по новой червячка. В надежде. Так. Наверное, его оставим еще. Так как он еще целый червяк. А сюда добавим свеженького опарыша, чтобы он шевелился. И поставим прикормку здесь и там в конце. И добавим еще по пару удочек, где стоят прикормки. И посмотрим, что нам будет клевать, не клевать. Так вот, пару опарышей. Снизу будет червяк. А тут один беленький, один красненький. Так вот. Сейчас поставлю прикормку и посмотрим. Сюда поставлю одну прикормку и вторую в конце где-то. Получается, если они подойдут к прикормке, будут поклевки. Если нет, то нет. Также где будут стоять прикормки, я буду еще пару лунок сделаю и буду пробовать на мормышку. Итак, время у нас 3 часа дня. Избурил, как мы видим, всю Печору. Что только я не пробовал. Где прикормка, там пробурился. На мормышку пробовал. По 3 удочки вставных поставил возле прикормок. У меня 4 прикормки получается. Так тряс одну мормышку, вторую, третью. Бесполезно. Он почти дошел уже до правого берега. Ни одной поклевки. Я понял одно: днем рыба совсем клевать не хочет. Значит, получается, до сих пор рыба спит. Для рыбы еще зима, весны еще нет. А то, что попадает на продольники и на вставные удочки, это, видать, рано утром или ночью. Я не знаю, когда она попадает. Но я понял одно: пока днем время нечего здесь терять. Здесь надо приходить вечерком. Так вот, скажем, часа 3. Проверить и идти в избу. А до 3 часов куда-нибудь, допустим, съездить на озеро, попробовать половить окуня или... Ну, в общем, здесь точно пока делать днем нечего. Кстати, у меня всегда спрашивали, на какую лучше мормышку ловить хариуса, нимфу. Нимфы — это каждый на любителя. Как вы видели, я показывал, вот сегодня вот сиги попадали и язи тоже на красненькую. А так они всякие разные бывают. Синенькие тоже работают. Сейчас я вам, друзья, покажу мормышку. Сейчас, а их у меня уже всяких разных было очень много. Я в магазине нашел ее. Как-то мне хариус обломал ее.
Реально уловистая мормышка. Вот она такая мормышечка. Тяжелая вольфрамовая мормышка под золото с одной стороны. Оно идет как бы трубочка и вот такой скос. Она как бы вся золотая, вот кубик там красненький, и внутренняя сторона покрашена в черный цвет. Я не знаю, что это дает рыбе. Вот это, не знаю, как это, мормышка без мотылка, но она реально рабочая. Вот такая вот мормышечка. В свое время я на лесной реке просто косил этого хариуса. Можете посмотреть, сейчас я поищу. Если найду этот ролик, ставлю вот здесь ссылка в описании. Даже не надо было подсаживать ни опарыша, ничего. Просто шикарно клевал хариус. Если другие так себе работали, то это вообще безотказно. Эта мормышка работала. В конце концов, меня обломил крупный хариус крючок. И вот я сейчас в магазин зашел за опарышами, смотрю, лежит 100-рублевая мормышка, я так ее называл. Стоит ровно 100 рублей. Ну, в наших магазинах. И 2 года назад я просто косил этой мормышкой харизов. Ну, даже и здесь вот она не дает ни одной поклевки. Сейчас пойду еще глотну Чайковского и съезжу вон туда. Летом там мы неплохо ловили окуня. Попробую. Там как бы река идет влево, и получается спад и тиховод. Типа ямки такой вдоль берега идет. Коряжник, очень много бревен там затоплено. Очень много зацепов. И щука, окунь там летом, язь. В общем, съезжу, попробую туда. Ну и потом уже вечерком еще гляну, засыпаю лунки и поеду. Завтра с утра я точно сюда не приду. Завтра поеду я куда-нибудь на озера, а сюда после обеда приду чисто уже проверить. Ну, посмотрим, загадывать нечего. Пока перерыв, съездим в одно место. Вон туда. Где-то около километра, 1,5-2 может быть. Если что, покажу. Если что будет клевать. Ну, нет, так и нет. 6 рыбок мы сегодня поймали, от нуля ушли. 20 язей всего у нас и 4 хариуса. Отличный улов. По-любому еще и завтра что-то на проверке что-то даст. Завтра, может быть, если никто не придет ко мне в гости, поеду домой. Так, друзья, рано печалиться. Не дошел я еще до урагана буквально метров 40. Как иду вдоль удочек. Сначала поднимал, а потом перестал. Думаю, все равно пусто. Подхожу к этой удочке, и вон что делает. Рыба услышала мои шаги и начала просто вон как колбасить. Рыба есть, и это далеко не ёрш. Сейчас мы посмотрим, что это за рыба. Лунки уже с утра замерзли. Сегодня минус. Где-то, наверное, около минус 10 примерно. Так. С Богом. Так. Лунка, соточка. Пролезли. Язёк. Язёчек. И взял на нимфу опять. Он такой язёчек. То есть червя он не взял, получается. Вон червяк целый. А хапнул нимфу с опарышем. Вот так что, когда клев слабый, вон сверху вот такая нимфа. Ну, зелененькая, типа, не знаю, типа чего. Ну, вот такая вот, в общем. С подсадкой опарыша видно, не видно, я не знаю. Вот такая зеленовато-черноватая нимфочка. Это все нимфы от Ирины Барановой. Так что, Ирина, как видим, твои нимфы работают. Печорская рыба их любит.
Так. Ну вот. Потихонечку, потихонечку. Смотришь и надергаем что-нибудь. Вечерком, может быть, еще и попадется. Рыба есть, получается. Но если она не ест червя, значит она не хочет есть. Аккуратно, аккуратно, вот опарыша, она хап-хап, видать, губками. Шнеп-шнеп. Да? Язина, абразина. Так, как бы это нам вот так вот. Заметно, она вот начинаешь идти, рыба чувствует шаги и начинает двигаться. И кивок сразу тюк-тюк и показывает: здесь рыба, рыбоязь. Вон огородик у меня с 3 удочек. Поставил прикормку и 3 удочки. Ну, тишина. А там без прикормки клюнуло. Так что пока прикормка не приносит никакого результата. Вот наш сегодняшний улов. 1, 2, 3, 4. 5 язей, 2 сига. Как-то вот так. Сейчас попьем чайковского с трубочками и поедем вон туда. Он добавил 2 удочки еще сюда. Там макуху кинул к продольнику на фидерный груз. Еще там в одном месте тоже груз от фидера и макуху туда, кубик. Посмотрим, что как сработает, и потом от этого будем стрелять. Пока рекламная пауза. Так вот, мы доехали до того места, пробурил лунку, лед больше метра, 1,20 м где-то, глубина есть. Что хочу сказать о проходимости: вот 2 дня было оттепели, небольшая корочка, буквально вон, совсем, можно сказать, даже это не наст, а вот такой вот 3 сантиметра где-то плотного снега получилось. И все, ураган уже не валится вообще. Вот он идет по поверхности, проваливается буквально сантиметров 5, наверное. Этого вполне достаточно. Звонил сегодня Сереге. Он пытался тоже выехать на озере, на Мухтаре, вот с кем мы катались по реке. По реке-то он еще едет, а пробовал по лесу, говорит Мухтар, 30 метров от дороги отъехал и все. Не едет даже по лыжне. Так что все-таки размер имеет значение. И, конечно же, что толкач, я так думаю, он уплотняет дорогу. И гусянка уже едет по накатанной. Одно удовольствие ехать. Еду как бы аккуратно, чтобы не врюхаться в наледь. Ну, воды пока нет. Дальше не знаю, как будет. Местами все равно, там вот, где у меня палки стоят, местами вода есть. С лунок вышло. Скорее всего, сейчас пробурился, тоже здесь будет вода. Сейчас попробую найти то место. Летом-то хорошо видно. Где-то здесь идет типа дамбы. Течение бьет по реке сюда, а здесь заводь такая получается. И здесь вот отлично держался окунь летом, зимой не знаю. Так что будем пробовать, будем искать. Если что найдем, обязательно вам покажем. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Снегу до хрена, по колено снега. 3 пробуренные лунки. 1, 2, 3. И пока поклевок нету. Еще пару лунок пробурю. Дойду, надо найти отмель, где спаться. Если нет, так нет. Включился, чтобы показать вам, друзья, какой толщины лед. Это вот 20, 40, 60, 80, больше метра. Вот так вот спортивный бур. Еле хватает, почти по ручку. Это сколько наледи здесь было. Так, тут уже идет зашугованность. Так, давай попробуем еще здесь. И вот там.
Нет, так нет. Поедем обратно. Проверим продольники. Засыпем снегом, чтобы не замерзло. И избу. Вон, смотрим. Здесь поменьше. Здесь по барашек. Там на 20 сантиметров толще было. Как-то вот так. Ну, зачем нужен спортзал? Зимняя рыбалка — это похлеще будет всякой качалки там или еще что-то. Зачем таскать железо без смысла? Лучше делать физическое упражнение с пользой для дела. Я так считаю. Свежий воздух, физические упражнения, без травм, без ничего. Бури, и это вот тебе и гимнастика, и спортзал, и все такое. Клевала бы еще и рыба. Вообще классно было. В общем, такая картина. Пробурил 1, 2, 3, 4, 5 лунок. Если на 4-й, что я вам показывал, лед был так себе, здесь был он еще глубже, а на 6-й лунке, что я начал бурить, вообще попал не просто в зашугованный песок, а в камень и кончил ножи. Думаю, ладно, уже лунки пробурены, пройдусь и поеду. И знаете что? Это была реально поклевка. Я сам ее видел, что достал камеру и оставил удочку. Перестал трясти. Я не знаю, что это была за рыба, но это была поклевка. Была поклевка на игру. Вот так я трес. Я не знаю, сик, хариус, окунь, что это было. Подводная камера у меня осталась там. Не взял с собой, все сумки лишние выложил. Ну, я же не знал, думал, если наледь или что, чтобы легче было идти. Сейчас бы я, конечно, посмотрел, что там за рыба. Но это была реально поклевка, друзья. Он приостановил, потом ударил. Ну, теперь-то я уже знаю, что здесь рыба есть. И, пожалуй, задержусь на полчасика где-то. Хотя бы по пробуренным луночкам погуляю. Не захотела она на камеру. Не захотела быть героем нашего романа. Ну и ладно. Не хочет, как хочет. Если еще что клюнет, обязательно вам покажу. Лучше бы я не видел той поклевки. С тупыми ножами. Еще сделал 2 лунки. Вон. Делаю 3-ю. О! Пробил наконец-то. Вон лед. По груди. Обалдеть. Все, последняя лунка. Больше бурить точно не буду. Попадет, не попадет, пофиг. На обратном пути бур заберу. Сейчас попробую. Пробуренные лунки. Буквально по 3-4 заброса. И едем обратно. Блин, только раздразнил меня своей поклевкой. Отчетливая поклевка была. Сик, хариус, я не знаю, кто там был. Теперь стоит только догадываться. Я уже нацепил туда вот такого червячка. У меня там бутерброд получается. И опарыши, и черви. Рыбы я не нашел. Может быть, она есть, конечно. Вон на продольниках есть же рыба. Но сейчас днем не берет. Надо рано утром
приехать и попробовать эти пробуренные лунки. И потом уже делать выводы. Все, на сегодня я набурился капитально. Здесь лед намного толще, чем там. Сантиметров на 40, наверное. И шугованный весь с камнями, с песком. Тишина. Так что идем по лункам обратно. Пробуем буквально по 3-4 заброса. Нет, так нет. Едем, проверим продольники, удочки. Засыпаем. И сегодня надо в избу вернуться пораньше. Еще воды надо набрать. Время. О, время 5 часов уже. Домой. Не домой, а к нашим продольникам. Скоро стемнеет. Солнце вон уже почти село. Надо успеть еще проверить и засыпать. Погнали. Ну, ничего, зато проверили, убедились. Поклевку видели. Вон пешком снега по колено. А на урагане вон иду по верху. Тоненький слой. Даже не наст, а плотного снега, и все, уже не валится вообще. Красота. Ой, скоро здесь везде вода будет. Так, поедем по своему следу, заодно топтанем возле удочек. Время 5 минут 7, а у нас еще не совсем темно. Вот что значит 20 марта. Хотел сегодня пораньше, не получилось. Ну, был весь в поиске рыбы, но рыба есть. Днем она просто, видать, она или ночью, или рано утром клюет. Потому что вон в течение дня попался один подъязок и все. Небольшой язь. Улов у нас сегодня раза в 3 меньше, чем вчерашний. Ну, это за день, а тогда тоже за 2 дня получается. 5 язей и 2 сига. И 3, 4, 5, 6, 7 ершей. Несколько ершей насадил на палки. Вот и все на сегодня. Сегодня в избу приедем пораньше. Сюда надо приходить или рано утром, чтобы попробовать сначала на удочку, а потом проверить. Или уже вечером проверить, что осталось, то осталось. А днем где-то попробовать на озере. Не знаю, подумаю сегодня в избе, что и как делать. А пока мне осталось набрать в бутылки в воду. И на полных парах в избу. Отдохнем. Будет день, будет пища. Все, на сегодня все. Всем пока. Короткое включение в избе.
Ну вот, приехали. Тепло, светло. Да будет свет. Ну а дальше все как обычно. Топим печку, готовим ужин, кушаем и отдыхаем. Так, все, запись пошла. Как раз греется суп. Сейчас буду ужинать. Вон, Серега поймал связь, говорит по телефону, говорит, привет передай. Я говорю, сейчас включу, сам передай. Так что передавай сам, Серега. Всем большой привет, всем счастья, здоровья, вам и всем близким. Удачи всем. Так что подписывайтесь на канал, ко мне и Геннадию. Сидит дома, в благоустроенной квартире, пальцы гнет, там тудым-сюдым, блин. Я говорю, он хотел сегодня приехать. Я говорю, что не приехал? Да, вот, да. Бывает, обстоятельства бывают разные. Ты, говорит, там сделай, говорит, это, приготовься, а потом я, говорит, приеду, говорит, на готовенько, когда, говорит, тепло будет, светло, и когда не проваливаться, говорит, в тапочках, говорит, пройду к луночке, говорит, там это. Да. Чтобы не проваливаться, ничего, по насту ходить чисто. Да, так что завтра, скорее всего, если он не приезжает, то уже все, сегодня у нас последняя ночь и домой. Ясненько, завтра созвонимся. Ну, хорошо, а я начинаю свой ужин. Давай, приятного аппетита тебе тоже. Спасибо. Давай, спокойной ночи. Давай, ага, пока-пока. Завтра. Давай. Хорошо, давай, пока. Давай, пока. Такс. Что-то сегодня захотелось мазика, майонезика. Вроде и тучи сегодня, а связь хорошая. Поговорил сегодня с Иваном Григорьевичем. Тоже сегодня он только вернулся с рыбалки. Ездили далеко, я вам говорил, километров за 200, наверное, если не дальше, на рыбалку в дальние края. С Игорем они ездили. Я говорю, ну что, как успехи? Довольно, говорит, половил, говорит, плотвы половил, говорит, окуня немного, хариуса, видать, там, везде пробовали. В общем, я говорю, ну что, ведра 3-то поймал, хоть нет? Ну, если там 3 дня, там, если хорошо, говорит, клевало. Говорит, да, какой там, говорит, килограмм 12, говорит, наверное. Вынес, говорит. Я такой, ну, килограмм 12. Я говорю, я за день поймал. Ну, если вчера и сегодня у меня килограмм 12, то будет по-любому тоже, наверное. Так у меня еще и завтра проверка. Я так надеюсь, штук десяток-то влетит, наверное. Завтра постараюсь пораньше проснуться. Потому что сегодня мы из Бурана пришли. Ну, без 15:09, а мы уже кушаем. А я успел уже напилить дрова. Целую заправку вот штиля. Наколоть дрова. Кое-что занес. Захламлять сильно не стал избу. Остальное сложил прямо вдоль буранки. Возле кострища там сложил сюда. В общем, запас дров на неделю как минимум сделал. А потом уже зашел, созвонился с Иваном Григорьевичем. Сначала позвонил, узнал, как у него дела. Приветы ваши передал. Я говорю, Иван Григорьевич, большой привет тебе передают тета. Спасибо, им тоже привет. Так что по чарочке рыбацкого. Одну мне. А одну кому? А одну вам, которые по ту сторону экрана. По традиции, вон, эта стопочка ваша. А эта стопочка наша. С утра сегодня ни капли. Вон у меня с вчерашнего дня, вон, как мы видим,
рыбацкий. 100 грамм вчера, наверное, отсела только и все. Устал, поздно было. Потом еще из бара накочегарило. Сегодня сильно топить не буду. За бортом минус 7 и 6, минус 8 градусов. Прогноз смотрел там до 11, что ли. Лунки засыпал, сильно не замерзнут. Я тоже, пусть лучше будет попрохладнее, чем жарко. Когда холодно, можно в спальник залезть, укрыться и нормально. Пусть лучше градусов 10-15 будет, чем 35. Так что прошел сегодняшний день, я считаю, нормально он прошел. 2 сига, 5 язей, с десяток киршей. Все проверили, все насадили. Построили опять на завтра планы. Посмотрим, может они поменяются. Будет день, будет пища. Я еще буду думать сегодня. Но пока, ваше здоровье, друзья. Крепко. Сегодня еще днем звонил другому Сереге. Это вот с кем мы были в морозную ночь, с кем мы велосипед крутили. Он на выходных планировал тоже, говорит, или, говорит, к себе в избу пойду, или, говорит, к тебе сюда приду. Ну, вчера не позвонил. Сегодня звоню ему, ну что, говорю, Серега, идешь, не идешь? Как-то мы года 2 назад здесь встретились. Кстати, в этой же тоже избушке. Съездили на одно озеро, на другое, на Печору. Там. Февраль вроде был. Глухозимье полное, нигде не клевало. Погода испортилась. Метель, ураган, деревья тут падали прямо на глазах. В общем, как сели в избу и 3 дня просто отдыхали душой и телом. А что? С утра выйдем, посмотрим, не клюет, не погода. Ну сюда. Вот я думал, тоже он сейчас приедет. Не доехал, говорит. Несмотря на то, что небольшая корочка появилась, но это не наст, это просто небольшое уплотнение. Плюс это было всего там +1. Мухтар, говорит, валится до земли. 30 метров, говорит, от дороги отъехал и все, бросил. Одел рюкзак на себя и пошел, потопал. Не знаю, говорит, когда приду к избе. Пошел, потому что, говорит, надо делать дрова туда-сюда. Сколько, говорит, хожу в лес, такого снега, как в этом году, еще, говорит, не видел. Это многие говорят, вот у меня тоже друзья, подписчики тоже говорят, и в Кировской области, и везде. В этом году снег промороженный, и даже если корочка сейчас появилась, все равно валится все. Говорит, на лыжах иду, ну, провалилось, скажем так. По своей лыже не иду, оно, говорит, еще глубже валится. Я пробовал, пешком ходить невозможно. А урагана вот держит буквально, если раньше, скажем, валилось вот так вот, 30-40 сантиметров, допустим, валилось, когда до оттепели. Сейчас пару дней вот было вот 0 + 1. О, 5 сантиметров, не больше. Небольшая корочка уже держит. Все-таки площадь имеет значение. Отправили мне бабушки, узнавал, которые я потерял. В понедельник должны приехать. Поставлю и, скорее всего, сделаю первое ТО. Сколько я спалил? Литров 20. Моль откуда-то появилась. 25, может быть.
полил. Написано 20 часов обкатки, ну, 20 часов. Я не засекал, сколько ездил. Ну, раньше поменяю, хуже не будет. И все. Приготовить его. И можно уже куда-нибудь съездить на лесную речку. Но здесь, я так думаю, поднимать не буду. Если я даже и съезжу на лесную речку, скажем, дня на 3, день отдохну, 2, дней 5. За 5 дней ничего не будет. Если даже и уснут пару, ну вот сколько, 3 дня не проверял, ни одной сонной рыбы не было. Так что, потому что сматывать, разматывать, я говорю, вот, буквально недели 2-3, и все, наступит весна, и все, можно сюда приезжать и выставляться, и рыба ловить здесь уже. Пойдет хариус, пойдет сиг. Сиг уже начал просыпаться. Ну что, между первой и второй промежуток небольшой. И все, наверное. Вчера 2 чарочки. Угу. И все. Сегодня может быть 3. Мне вот одной бутылки, если один, хватает на 2 или 3 дня. Вполне хватает. А когда вдвоем или в компании, почему-то уходит больше. Я не знаю. Там как-то в ходе беседы, в ходе разговора сам не замечаешь, как раз 2. Не, хорошая штука. Вот водяру бы я точно столько не выпил. А это вроде и градусу больше, и ну, кто пробовал, тот знает. Свое и свое. Так что за здоровье. Главное здоровье, остальное будет. Деньги, богатство ни к чему. Здоровье за деньги не купишь. Вон, какой бы ты богатый не был, если болезнь тебя возьмет, то уже ни за какие деньги не купишь здоровье. Так что, а чтобы здоровье было, надо двигаться. Движение — это жизнь. Вон Иван Григорьевич, 74 года, сейчас скоро ударит. Бегает как Сайгак еще Янскадан. Потому что он всю жизнь двигался, бегал, ходил и выпивал только рыбацкий напиток без двойной перегонки. Сейчас опять пойдут злостные выпады. Пьешь дерьмо всякое. Ладно, туда пошли. Кстати, сегодня пилил дрова. Ну, птица, наверное, такой звук интересный был. Вот такой интересный звук. Сначала там, потом там. Обычно такое по весне бывает. Не, еще свистит. Так. Вот так вот. Не знаю, так камера возьмет, не возьмет. Давай попробуем. Если динамик хороший, то может и услышит. Давай попробуем. Так, потом настраивать. Ну ладно, настроим.
Просто очень интересно вот эти звуки. Сейчас вот тишину поймаем и прислушаемся. Не хочет. Не хочет на публику играть. Вот это наш сегодняшний улов. Ну, килограмма 3-4 точно есть, наверное. А вот это вчерашний. Тут, ух ты! Килограмм 7-8 по-любому. Потом домой приеду, взвешу. Напишу конечный результат. Ну... Молчит. Как будто чувствует, что его снимают. Ну ладно. Не хочет, как хочет. Главное, как только завел пилу, чтобы пилить дрова, и вот начал, ну как сказать, вот если взять пустую гильзу и дуть, так такой звук похожий, я не знаю. Птица по-любому, наверное, какая-то. Весной я слышал такие похожие звуки, когда сидишь в шалаше на уток, караулишь, и вот похожий звук есть. Ну, чтоб зимой, значит, это уже не зима, это уже весна. 20 марта, 9 часов. Да здравствует весна. Так, ну что, один Серега ко мне не приехал, второй Серега ко мне не приехал, остался я один. Ромка у меня в Ухте, поехал отмечать день рождения, отдыхает. Отдыхать тоже надо. Хотя вот лично для меня лучший отдых это вот здесь, в избушке. Весна это самое любимое время года. Все просыпается, все оживает, утки прилетают. Как-то в далекие 90-е годы, это был, наверное, 93-й год, да, активно развивалась всякая там торговля, эти коммерция, все такое. Народ ездил в Москву, закупал товар по одной цене, приезжал сюда, продавал в 3-4, а то и в 5 раз дороже. Вот. И когда я в 90... Какой год это был? 3-й, наверное, да. Восстановился после армии я в училище на 3-й курс. Недели 2 даже успел проучиться. Потом поехал в гости в баню. И так получилось, что в бане после парилки перепутал чан холодной воды с горячей водой и облил на себя ковшик горячей воды прямо на голову. Это хорошо, что я как бы боялся холодной воды и выставил лицо и только на лицо плесканул. Я-то думал, что вода ледяная, чтобы это. Так бы мог полностью ожог получить, если бы полностью на тело. В итоге у меня сгорело только лицо. Ожоги были страшные, это я не знаю, ну как не знаю. Это мне спасибо бабушке, на то время подружка у меня была, у нее бабушка сразу оказала мне первую помощь. Алоэ взяла, листья алоэ, разрезала, на лицо положила, нос полностью у меня облез, нос дольше всех заживал. Тут лоб, все, ожогах было так. И вот алоэ она разрезала, вот эти листами алоэ положила, и очень быстро все доросло. Ну как быстро, месяца 2-3, наверное, все.
Ну, без шрамов, хоть на лице шрама не осталось, то хорошо. И вот, мне учителя тогда сказали, бери академический. Приедешь через год, если будет желание, и восстановишься, и продолжишь учебу. А что ты, говорит, Поначалу-то они мне пошли навстречу, то, что я дембель туда-сюда. Приехал в декабре, считай, проучились сентябрь, октябрь, ноябрь уже. Ну, это я тоже учился, ну, в декабре восстановился. До армии, в смысле. Они мне дали поблажку, говорит, то, что дембель, а потом после ожога, говорит, бери академический, приедешь через год. И вот это, чтобы год время даром не терять, не то чтобы я занялся коммерцией, мне совершенно случайно познакомились с человеком, можно даже сказать, просто я пришел в магазин, ко мне подходит парень, торговал он молекулярный суперклей, вот такие маленькие гранулки, нагреваешь, приклеиваешь, не отдерешь, он такой торгует. Подойди, говорит, сюда, пожалуйста. Я такой подошел. Слушай, говорит, мне, говорит, в обрез, времени километр, времени, говорит, в обрез. Постой, говорит, присмотри за товаром, говорит, будут спрашивать, скажи, такой-то клей, такой-то, говорит, и это. Ты, говорит, поторгуй. Если что, говорит, это, 10% выручки тебе. Вообще незнакомый человек. А мне особо заняться было нечем, как бы, ну ладно. В Сыктывкаре это было дело. Хорошо. Думаю, попробовать, что бы нет, можно и попробовать. Ну и вот, стал я за прилавок. Это интересно даже сейчас вспоминать. Стою за прилавком, как бы он мне вкратце рассказал, что как говорить. Ну и вот, рекламируя этот клей, он мне показал, как действует. Говорит, народ будет подходить. Монету к монете раз, буквально на чайную ложечку. Ложишь эту капсулу, подогреваешь зажигалкой. Капсула расплавляется. Ну типа эбоксидки, что-то такое. Эту капсулу, монету раз, вторую монету два, и ты больше это не отдерешь. Также стекло к стеклу, дерево к дереву. Вообще, я не знаю, что за клей это был, но не бокситка точно. Но клеило реально хорошо. Я так думаю, ну, товар качественный. Я обманывать же не буду. Чего бы нет. Стоила эта упаковка клея, гранул этих там. Ну там сколько? Ну чайных ложек 5-6, может, чайных ложек, если полностью. 50 рублей тем. Вот. Получается, я продаю упаковку этого клея за 50 рублей. 10% нет. То есть 5 рублей мне с упаковки идет. Ну, денек я постоял, поторговал. Ну, к примеру, ценники точно не помню, я говорю вот так вот. Или 50 тысяч. Не помню, какие цены тогда уж были. Но факт то, что я первый день я поработал, он вернулся. О, молодец, не обманул. Я говорю, как я обманул? Вообще чужой человек. Чисто на доверии сработал, он оставил. Не провели никакой ревизии, ничего. Сколько я там этого клея был, просто такая сумка была клея у него. Я наторговал, я говорю, вот столько-то, столько-то у меня выручки. Ни копейки я не присвоил, я не знаю. Или он по глазам прочитал то, что я честный человек, или что. Как он вообще вышел на меня, не знаю. Не шмонал он, по карманам не лазил, не посчитал количество упаковок. Чисто на доверие. Он сумму посчитал, говорю, вот твоя выручка, вот твой клей, а вот то, что я наторговал. Он посчитал, ага, допустим, 10 тысяч. Он такой мне, 1000 отстегивает 10%, это тебе. Ну, для сравнения, скажу, если я, допустим, 1000 получил, литр рояля на то время, литр, помните, спирт рояль был, стоил где-то 400 рублей, наверное. Это получается 2 литра рояля, еще и закусь можно купить. Я этого, конечно, делать не стал. Взял там что-то выпить, закусить и к девчонкам в общежитие. Пришел, мы это дело отметили, все. На следующий день, он пригласил, говорит, если что, захочешь заработать, подходи.
Ну, мне как бы купил я выпить, купил закусить, у меня еще деньги остались. Думаю, неплохо, почему бы не заработать. На следующий день я опять пришел в ЦУМ. Это было дело в ЦУМе в Сыктывкаре. Он такой там подторговывает. А это был студент СГУ. Он совмещал полезное с приятным. Получается, учился в СГУ в университете на 4-м или 5-м курсе, не помню. И подторговывал, и зарабатывал деньги, короче, на этом. Я говорю, так и так, вот он я. Он такой, ну тебе, если ты будешь хорошо торговать, там, заработаешь ты больше, там, не помню, 30 тысяч, тебе 3000 премия, кроме зарплаты. То есть он сразу мне стимул показал, чтобы стремиться к тому, чтобы я больше заработал. Кроме 10% еще и премия 3000. И дело пошло. В общем, я начал ходить на работу, торговать этим клеем. Торговал. И у меня прилично собрался вот такой пресс бабок. Приоделся, приобулся. Весь в обновках, там, ромика, тренинги тогда, адидасовские костюмы тогда, это все это было. Костюмчики, короче, полностью после армии я оделся. Всю одежду. В общем, он был доволен моей работой и предложил мне, говорит, давай поедем в Москву, ты будешь не то чтобы телохранителем, а, ну, подстрахуешь, если что. Я говорю, ну хорошо. Поехали мы как раз закупаться этим клеем. Поехали, тоже там куда-то зашли в общежитие к студентам каким-то. Там 3 бугая таких, клеем, вся комната в сумках с этим клеем. Посчитали там, не пакетами, а сумками или килограммами, я не уж помню как. Короче, деньги он отдает, забирает клей. Забирал он намного подешевле, не буду говорить сколько, но намного дешевле. Раз 5-то точно, наверное. Там прибыль была реально крутая. Вот. Туда поехали мы на самолете вроде бы, обратно на поезде. Да, потому что мы очень много. Что-то поймал даже. Даже интернет клюнул. Пробился, что ли? В общем, съездили в Москву раз, съездили в Москву два. Денег я заработал, оделся, обулся. Купил первую телескопическую удочку тогда в Москве. Вот желтенькая такая телескопичка у меня была с кольцами. Ну все, да. Как сделать подледный продольник, все. 1300 просмотров, который сегодня. Видите, сегодня вышел ролик, а я его загрузил 2 дня назад, до выезда домой еще. И потом он мне такой предлагает, к чему я разговор-то веду. Бизнес бизнесом. Где-то я него месяц работал, наверное. Денег у меня было много. Хорошо я заработал. 2 раза в Москву съездили. Марсы, сникерсы. Тогда, кстати, в 93-м году первый раз я попробовал в Москве банан. До этого банан я до 21 года в глаза не видел и не пробовал. Это я хорошо помню. И мне он на вкус даже не понравился. И до сих пор я не очень люблю. Но Марсы, сникерсы в то время мне понравились очень. Тоже в Москве впервые попробовал после Армохи. И он мне такой говорит. А нет, я ему говорю. Блин, не помню, как зовут. Олег, не Олег. Не буду врать, не помню. Я даже не узнаю, если сейчас увижу. Правильно, сколько лет-то прошло? 20. 93. 2003. 2013. Конечно. 28 лет прошло, еще бы я помнил. И вот он мне, я ему говорю, скоро весна. Я 3 года не был на охоте, на весенней охоте на уток. Он такой, да какая охота, тут такой бизнес, такие дела, Гена, сейчас такое время, говорит, не надо терять, сейчас мы, говорит, организуем все это, будем заниматься, и все четко, говорит, будем зарабатывать нормальные деньги. Я говорю, друг, я говорю, 3 года не был на охоте. Я говорю, ты просто не представляешь, как я хочу этого. Ну, говорит, ладно, съезди на охоту, возвращайся, и у нас уже все будет. Будем раскручиваться вместе.
Приехал я на охоту, поохотился, от души порыбачил. И вы знаете, мне просто не захотелось возвращаться. Деньги у меня были, одежда у меня была, работы тогда не было. Думаю, что мне в сентябре опять уже восстанавливаться в училище. Лето я проведу дома. Никакие деньги мне, никакой заработок. Все, остался в деревне. Лето провел дома. Восстановился на 3-й курс, отучился 3-й курс, потом перешел на 4-й. Встретил как-то потом случайно я его в городе. Встретились. Он такой: ну чё, Геннадий, куда пропал, туда-сюда? У меня бизнес процветает. У меня, говорит, вежливый уже свой магазин. Кожей торгую, кожаные куртки, все такое. Говорит, все нормально, уже свой магазинчик открыл. Говорит, давай подтягивайся, говорит, будем вместе это крутить. Я такой: ты знаешь, друг, я говорю, что-то просто мне не хочется. Я говорю, как-то вот, да, поторговал, позанимался вот этим немного и как-то отошел. Не лежит у меня душа к этому, и все. Попробовал. Не зря говорят, в жизни надо все попробовать. Вот я попробовал коммерцию, этот бизнес сраный, блин. Не мое, это не мое. И ушел от этого. Не знаю дальше судьбу этого человека. Второй раз, когда видел, у него была уже вроде бы сеть магазинов, там что-то уже начал авто приторговывать. Короче, ударился, парнишка раскрутился неплохо. Бизнес развил неплохо. Ну, я ни капельки не жалею, потому что как сложилась моя жизнь и как она протекает на данный момент, я вполне этому доволен. Меня все устраивает. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть любимые занятия. Есть что покушать, есть что одеть. Большего мне ничего не надо. Теперь, тем более, я занимаюсь, после того, как создал канал, у меня появилось много друзей. Это вы. Я с вами общаюсь. Я занимаюсь любимым делом. Короче, совмещаю полезное с приятным. И я этому очень доволен. Так что давайте. Вот такая вот сегодня тема разговора появилась само по себе. И все началось с весенней охоты. Так что ни на что я не променял свое любимое занятие. Ни на бизнес, ни на деньги, ни на что. Как мне нравится жить, так я и живу. Что мне нравится делать, то я и делаю. Насильно мил не будешь. И еще наподобие этого куча пословиц и поговорок. Так, разошелся сегодня что-то. Ну ладно, все, закругляемся. День прошел отлично. За бортом 7,6, постоянная температура. Завтра будет день. И завтра мы проснемся, скажем доброе утро. Сделаем 50 отжиманий. Умоемся, помоемся, позавтракаем и вперед на речку. Так что до завтра, друзья. Всем пока, всем до свидания. Кто не подписан, подписывайтесь. А кто подписан, и бывают такие перерывы у меня, что нет роликов. Вот как-то было в морозу, у меня недели 3 не выходили ролики. У меня больше 630, что ли, роликов, где-то 630-640. Вы просто заходите в плейлисты, и что интересно, там я раскидал: зимняя рыбалка отдельно, летняя рыбалка отдельно, охота отдельно, рыбалка по Хариусу отдельно. И там есть, я вам скажу, роликов столько, что можно смотреть, смотреть и смотреть. Допустим, нет у меня свежих роликов, зашли, посмотрели. Мне даже самому очень интересно посмотреть то, что я снимал 3 года назад, допустим. Так что заходим в плейлисты, смотрим. Там действительно есть что посмотреть. Ну и все на этом. Очень приятно было с вами поговорить, посидеть. Сегодня у меня настроение намного получше, чем было вчера. По крайней мере, я бодренький. Все-таки утренняя зарядка дала силы и энергии. Вчера я был уставший, да. Вчера я не выспался, плохо поспал, много работал. Неважно себя чувствовал. Сегодня все четко,
все нормалек. И дай бог, чтобы было так всегда. И вам того же. До свидания. До завтра.